кожа сжимается и становится очень защищенной. Тут же ощущаешься защищенным. А когда еще роспись идет, да, такое ощущение, что ты всех видишь, а сам исчезаешь в них. То есть тебя никто не видит, а ты всех видишь. Вот мы покрасили, целый день ходим в такой покраске, да? Абсолютно защищенный. Вот. Потом, если можно, я парочку слов сейчас скажу про весь этот цикл. На первый взгляд он, во-первых, это все продумано, это все не случайно. На первый взгляд он кажется монотонным. И мы постарались сделать его максимально скучным. Максимально скучным. Причем не примитивным, не скучным от глупости, а скучным от того, что мы очень много хотели. Чем больше хочешь вложить, тем более скучным становится. Если я можно дополню. Ну все же читали Гесса «Игру без Герман Гесса. Ну вот это примерно то, что мы хотели сказать, да? Это когда ты ловишь нюансы. Вот именно нюансы и совершенно другая игра, да, там. На самом деле это очень древняя технология, идет с древнейших практик монастырских, потому что вы, наверное, заметили, что в монастырях постоянно день за дня одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И это специальная технология, чтобы человеку стало предельно скучно. Когда человеку предельно скучно, если он пройдет это испытание, если он не побоится в эту скуку заглянуть глубоко. Почему человек боится скуки? Потому что он боится встретиться с самим собой. И мозг постоянно нас ограждает от этого, и постоянно требует обновления, постоянного разнообразия, постоянного питания. И когда это разнообразие питания идет, оно отвлекает от встречи человека с самим собой. Но когда ты становишься предельно обреченным на скуку и обреченным на встречу с этой скукой, почему монастырь? Интересная вещь в этом плане, монастырская практика, потому что тебе деваться некуда, ты как бы находишься в этих стенах и в этих законах. И когда ты вынужден встретиться с самим собой и с этой тотальной скукой, как бы, и тогда наступает встреча с самим собой, тогда наступает, ну, как утверждают, да, как утверждают мудрые, наступает просветление. Вот. Поэтому этот фильм, он как бы предельно скучный, как бы на одной ноте, но как бы люди, которые стремятся что-то постичь, познать серьезное, они, ну, как бы по нашим впечатлениям воспринимают это адекватно. Так, и не знаю, а Вов, ты читал раньше Гамлета? До... Нет, вот так не читал. Вот так, да? И вот следующее, что покажем, да, это апофеоз покраски, да, самая виртуозная покраска. Неожиданно. Нам, для живописцев, это очень важно, но тем не менее текст тоже очень хороший. Несмотря на нашу покраску, текст тоже ничего. Причем то, что он некачественный, да, на первый взгляд это раздражает, но это не просто текст, это видео. Тут все вместе, и то, что не все понятно, не все внятно, это все входит в программу. Должно быть немножко неуютно, должно быть, ну как нормальные лекторы, да, и нормальные учителя читают лекции шепотом, чтобы не все было даже слышно. Потому что когда громко читаешь, тогда, ну как бы человек не испытывает напряжения и не старается вникнуть даже, а когда тихо и не очень понятно, он убегает. И вот это тоже просчитанная технология, поэтому вы не раздражайтесь, относитесь к этому нормально.